Вот. Держ. Давай. Нет, совершенно, халас, совершенно, давай. Давай, вот, контроль. Апти, хайясана, гранат, хайясана. Автомат, вайли, да. Давай. Присядь. Апти, смотри, ветки не попади, чтобы граната дальше пролетела. Левый кюк цаня кваслай. Не а? Не все, не сели? Давай, хаяк, кольцо, хаяк. Не кольцо, хаяк, Усы разогнет тут. Я разогнул. Не давай, ладно? Все, кольцо, хаяк. Узи. Ты тая. Узи кольцо. Кольцо узи. Я царь искусство рука, кольцо узи. 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 Узи кольцо. Автомат наверх подними наверх. Наверх, чтобы его ты сейчас не убил. Наверх убери. Узи, кольцо, узи, так посадим, вяли его. Вот. А что, бля? А есть автомат, айвал! Стой, не пристрелись. В сети гуляет видео, на котором предположительно двое российских новобранца отрабатывают технику штурма окопов. Но ролик заинтересовал людей тем, что один из солдат явно не понимает, что делает. Однако, для российской армии такая неподготовленность не является преградой. Люди смотрят на видео и думают, что же этот бедолага будет делать на фронте. Его же убьют там сразу. Но русские оккупанты и кадыровцы, кто отправляют чеченцев на убои, думают иначе. Их интересует только выгода, которую они получают, когда отправляют таких людей на верную смерть. А семьи этих новобранцев получают черный пакет с мясом вместо своего сына. Так и уничтожается генофонд чеченского народа.